Паш, Паш, слышь, Паша, нам надо своим пробиваться, слышишь? Потом будет поздно. Ну что тебе, сильно? Не знаю. Где наши? Плохо дело. Кроме нас никого не осталось. Немцы уже давно вперед пошли. Слышь, ты можешь двигаться? Попробую. Давай, а? Ну, пошли. Ну что ты? Что ты, Паш? Паша? Не могу, Солодухин. Не могу. Оставь меня. Что? Ты не думай. Я им просто так не дамся. Ну, брат, ты даешь. А ну-ка давай. Держи за шею. Ну-ка. Поехали. Вот так. Ой, ядрить тебя в корень. Саня, давай помогу. Ты, брат, даешь. Отдыхай. У нас ротный был. Присказка у меня была любимая. Копай глубже, кидай дальше. Пока летит, отдыхай. Понял? Ты что, Паш? А? Я думал, немец. Ну, брат, ты даешь. Вот и спасай тебя после этого. На, пей. Ах ты, дурачок ты мой. Ну что, напился, что ли? А ты? Я? Вон, гляди, воды сколько. На, пей. Ах ты, глупышка ты мой. Что, все? Все. Отдохни маленько. Впереди камыши, переждем до темноты. На своей родной земле таиться приходится. Wieder daneben. Ach, wenn du für deine abgeschossenen Frösche das Eiserne Kreuz kriegen würdest, dann wärst du doch schon lange ein Held. Смеется гнида. Сейчас мы с тобой тоже сейчас посмеемся. Ты так не пальни случайно. Ну, как меня хотел в расход пустить. Извини. Извини. Из извинников там не сошьешь. Тебя причитается.
А ты откуда родом? Кавказа. Чеченец. А я рязанский. Земляки выходят. Как это? А вот так. Если подойти к этому делу серьезно, все мы земляки. Ведь от слова «земля», понял? Значит, все мы земляки, браток, на этой земле. Только он этого, гад, не понимает. Кто? Гитлер кто? Хитри его санку. Поехали. Все. Не могу больше. Ты это брось. Я что, зря тебя тащил? Не могу. Не могу, Саня. Ну, брат, ты даешь. Потерпи, Паш. В самом деле. Вон, свои же рядом. Обидно. Столько времени пробивались. Слышь? Слышу. Ты что? Ты что, Никанора, тоже ранен? опять курите, что ли? Да нет, это у Ерофеева глаза блестят. Я тебе дам блестят. Прекратить курение. Есть прекратить курение. Свои. И Бог свои. Наши. Спасибо. Спасибо. Он что-то говорит. Аня. Послушай, Саня. Потерпи, Паш. В самом деле. Вон, свои же рядом. Обидно. Ведь столько времени пробивались. Слышь? Саня! Саня! Доктор! Сань! Саня! Ты чё? Где Саня? Саня! Какая еще Саня Нуродилов? А ну-ка ложись. Сержант Солодухин! Где? Я жду, когда ты ляжешь. Слушаюсь. Солодухин в другой палате. Паш! Еще вопросы есть? Как он? Нормально. Как по-твоему, Нуродилов? Я должен бросить всех раненых и отвечать на твои вопросы. Извините. И чтобы больше не вставал мне. Понятно? Понятно, понятно, товарищ подполковник. Малика, дай напиться. Опять он спит. Я джигитовку выиграл. Поэтому и заважничал. Ко мне Абдурахман посватался. Когда это он успел? Вчера родители не возражают. Договорились, что свадьба осенью. Когда урожай соберут. А ты? А я сказала, что не хочу за него идти. Ани? Ну что ты заладила? А ты, Ани? Абдурахман сказал, что украдет меня, если я откажу. Пусть только попробует.
А теперь все какую-то Малику зовет. Ладно, посиди с ним. Пусть разговаривает, это полезно. А ты чего встал? Марш в постель. Ну что, Нурадин? Кто Малика? Сознавайся. Это твоя жена, что ли, да? Нет. Не жена. Девушка. Любимая девушка. Которая ждет моих писем. А я так и не написал. Ни одного. Ни одного. Малика! Мне надо поговорить с тобой. Говори при мне, Абдурахман. Проходи своей дорогой, мальчик. Абдурахман, ты же Не знаешь... надо, хан-паша, пусть скажет. Говори. Малика, ты меня хорошо знаешь. Хорошо знаешь нашу семью. Выходи за меня замуж. У нас будет свой дом. И в этом доме будет все, что ты захочешь. Абдурахман, родителям я сказала вчера и повторяю сейчас тебе. Я не выйду за тебя замуж. Как же так? Твоя мать согласна, отец согласен. Так и женись на них, а меня оставь в покое. У меня хватит упорства, Малика. Я знаю. Многие девушки сперва так говорят, а потом все-таки дают свое согласие. Ах так? Что ж, тогда попытайся, Абдурахман. А упорства у меня хватит тоже. Малика, Уйди с дороги. уходи сам, беспризорник. Я же сказал, уходи с дороги. Больно? Нет, больно мне не было. Да я и не злился на Абдурахмана по-настоящему. За что? За то, что он любил ту девушку, что и я. Нет, не было у меня на него злости. Но победить я его хотел. Очень хотел. Только не в драке. Как мужчина хотел победить. В джекетовке. Я с нетерпением ждал нашего праздника Лоузер. Только коня вот у меня хорошего не было. Зато он был у дяди Салмана. Стой! Стой! Слушай, хан-паша, скажи мне, ты начальник нефтекачки или я? Вы, дядь Салман. Так что ж ты, вместо того, чтобы пасти скот, ты на моем коне все горы облазил. А я должен в районный центр на ответственное совещание на твоем сонном мерине ехать. Ты уже взрослый парень, слушай. Пора тебе за ум взяться. На могиле твоих родителей я обещал человеком тебя вырастить, к делу пристроить. Не хочу быть пастухом. Хочу получить профессию. Настоящую. Тысячу раз я тебе говорил, что не могу я взять тебя на нефтекачку. Почему? Мало еще. Не пойму я вас, дядь Салман. То я уже взрослый, то еще совсем мал. Все, кончено. А моего Казбека больше не трогай. Дядь Салман. Что еще? А как же скачки? Ведь скоро праздник Лоузер. На этих скачках я должен обогнать Абдурахмана. Ничего, мой мальчик, ничего. Я успею вернуться к Лоузеру. И ты поскачешь на Казбеке. Нурадилов, пора. Дай градусник.
Градусник, говорю, дай. А где он? Под мышкой где? Так. Ну что ж, почти нормально. А кто такой дядя Салман? Я что, опять слух говорил? Говорил. У нас это называется бредил. Ну что такое? Не по-мужски это, бредить. Ой, чудак ты, Нуродилов. Ей-богу, чудак. Ну, как настроение во второй палате? Нормально. Нормально. Температура есть? Да, небольшая, 37,3. Что ж, хорошо. Молодец, Нуродилов. Выкарабкался. Характер у тебя, парень, есть. Доктор, скоро я встать смогу. Это когда я разрешу. А когда вы разрешите? А кто меня знает? Доктор, как там Солодухин? Нормально, нормально. Еще вопросы есть? Можно я ему записку продиктую? Нельзя. Здесь не полевая почта. Машина Ты что, на этой кляче хочешь победить меня, да? Кляча! Дядь Салман обещал мне своего Казбека.
А теперь пусть нам покажут свою удаль наши доблестные джигиты. Эй, не велено тебе еще ходить. Попадет. Мне надо. Клик не поднесут. Мне не это надо. Покурить, что ли? Да кури здесь. Я не курю. Чего? Ничего. Товарищ подполковник, ну как же быть с Карповым? Переведите пока в 5-ю палату. Скажите, пожалуйста, в какой палате Солодухин лежит? Ой, не знаю, миленький, не знаю. Вот он так и сказал. Вот он сам и говорит. Да точно, точно. Готовь, Махорку Трофимович, еще один нахлебник. Ты тоже скажешь, не, что мне жалко, возьми. Спасибо, Вот, я не так, курящий. Так, 6-4. Тебе, парень, обратно в койку надо. Сейчас. Я только спросить хотел. Из какой вы палаты? Я из 11-й, а что? Солодухин. Сержант Солодухин. Саша. Не знаете? У нас нет такого. И в 7-й нет. В 4-й тоже нет. Может, он во 2-й? Проехал? Я сам во 2-й. Да? А он кто тебе? Друг? Больше. Ну, Радилов, сейчас же в постель. Я тебе уже говорил,
Солодухин лежит в другой палате. Его нигде нет. Тут большой госпиталь. Я, к твоему сведению, Нуродилов, хотел сегодня разрешить тебе вставать. А теперь будешь лежать еще 2 дня. Вместо гауптвахты тебе. Извинился бы. Извините. Виноват, товарищ подполковник. Я бы тебя строго наказал, но тебе повезло. Уполномочен передать, ты награжден орденом Боевого Красного Знамени. Спасибо. При чем тут спасибо? Служу Советскому Союзу. А вставать я тебе все равно не разрешаю. 2 дня. Поздравляю, браток. Тебя как звать-то? Хам-Паша. Ух ты! А меня просто Паша. Тезки выходит. Выходит так. Вася! Вась! На перевязку зовут! Слышь, нет? Здравствуй, дорогая Малика. Прости, что не писал. Я в госпитале. Нет, не бойся. Ничего серьезного. Мне уже разрешили вставать. Я сейчас сижу во дворе и пишу тебе это письмо. Я совсем не умею писать, Малика. Я думаю одно, а на бумаге получается другое. Родная, поверь, не было и дня, чтобы я не думал о тебе, чтобы я не видел тебя во сне, чтобы я не вспоминал твои глаза, твою улыбку. Мне кажется, что мы не виделись с тобой целую вечность. А может быть, так оно и есть. На войне другой отсчет времени. Если бы ты только знала, Малика, сколько бы я отдал за то, чтобы вновь, как в те дни, встретиться с тобой у нашего родника. И все-таки ты уходишь в армию? Да, сказали, на днях жди повестку. Но тебе же лет мало. Как это мало? Я им показал справку, что мне уже 17. А в армию берут с 18. Добровольцем можно и в 17. Да какое это имеет значение? Военком сказал, что он сам в 16 лет воевал с Деникиным. И еще пойми, я в армии стану настоящим человеком. А как же я, Хам-Паша? Ты обо мне подумал?
Почему вы об этом тогда мне не сказали? Он умер сразу? Да. Удивляюсь, как он мог столько продержаться. Это и я виноват во всем. Из-за меня это он. Просил же я его оставить меня. Глупости, говоришь, парень. Ты бы на его месте как поступил, бросил? Что молчишь? Нет, конечно. Ну вот. А несешь чушь. Война, брат. Каждый выполняет свой долг, как его понимает. И Солодухин выполнил. Ты себе не кори, солдат, а его вспоминай. Товарища своего. Так-то оно лучше будет. Иди. Тезка, давай сюда. Здрасте. Садись. Здорово. Здорово. Весть с фронта. Сводку только что передавали. Ну и как? Да ничего хорошего. Отступаем, тезка. Краснодар отдали. Совсем близко от Грозного. Еще не вечер. Вон приказ главнокомандующего передавали. 227-й. Закурить не дадите? А ты же не куришь. Одно очень захотелось. На, кури. Спасибо. А что за приказ? Ни шагу назад. Приказ-то большой, но вся сила вот в этих двух словах. Ты о чем думаешь, ханпаша? Я? О доме. И я о доме подумал. Наша первая весна в армии. В моем Карабахе сейчас все цветет. А соловьи такое вытворяют, заслушаешься. Скажи, а у вас есть соловьи? Нет, у нас орлы есть. Ха, подумаешь, чем удивить хочет. У нас этих орлов полным-полно. Да я бы 100 орлов не поменял на одного соловья. Да ты не меняй, друг, я же не заставляю. У нас, Рустам, кони хорошие. Ха, у них кони. А ты карабахского скакуна когда-нибудь видел? Видел, видел. Разреши? А ты что, играешь? Когда-то играл немного. А у вас в Чечне разве балалайки есть? У нас есть похожие. Дечи Пандур называют. Дечик что? Дечи Пандур. А ну-ка, сыграй. Вы, сосады, залиша,
Хорошо поешь. Главное, громко. Я это люблю. А что это у тебя такое? Земля? Земля? А почему в мешочке? Простая обыкновенная земля? Да не совсем простая, родная земля. А, заговоренная, что ли? От пуль защищает? Защищает. Это кто сказал? Аллах или Магомед? А ну-ка! А чего? Чего-чего? А ничего. Человек на груди родную землю носит. Как память носит. Ты вот ничего на груди не носишь, а надсмехаешься здесь как... Вань, Вань, а что это у тебя за фамилия такая странная? Зонтик, а? Фамилия как фамилия. Нет, а все-таки. Вот он, например, Степан Колесников, Рустам Султанов, Хан-Паша Нуродилов, а я, между прочим, Петр Сапрыкин. А тут вдруг Зонтик. Тезка, тезка, ты спишь? Нет. Он к Сталинграду рвется. Кто? Гитлер, кто? Ты вот карту представь себе мысленно. Он хочет взять Сталинград, форсировать Волгу, резко повернуть на север и выйти аж за Москву. Я этого гада так понимаю, а? Мало что он хочет. Это верно. А ты где был в начале войны? Дома? Нет. Паша, эй, Паша. А? Тихо. Перебудешь всех. Случилось что? Случилось. Я хочу задать тебе вопрос. Задавай. Ты мне друг? До гроба. Честно? Да вот тебе крест. Правда, я неверующий. Слушай меня внимательно. Зачем? А я разве знаю? Я, извиняюсь, конечно, по нужде шел, на встречу главной. Позови, говорит, мне Петровну. Если не трудно, мол, вежливо так. Что это вдруг ему среди ночи-то? Ну, они мне не докладались. Где он? На втором этаже, в самом конце. Ой, Господи. И командует, и командует. Круглосуточно командует. Спи, спи. Спасибо, тезка. Скорей, скорей. Будь здоров, тезка. Адрес мой не потеряй. Не волнуйся. После войны гостем будешь. Обязательно буду. Ну, давай. Счастливо. Пока, тезка. А куда тебя в городе? Госпиталь. Так ведь не разрешают по госпиталям-то. Я знаю.
Просить бы. Кто у тебя там, муж? Да, почти. Почти это как? А мой ничего не пишет. Или письма не доходят. Извелась совсем. Сын? Сын. Милая, мне еще и 30 нету. Муж. Извините. А ничего, я сама знаю. В зеркало уж и не гляжусь. А твой что пишет? Не хочешь, не говори. Пишет, что все хорошо. Скоро обратно на фронт собирается. Орденом хорошим наградили. Боевого Красного Знамени. Малика, родная, я пошел на поправку. Чувствую себя абсолютно здоровым. Но врачи почему-то не хотят этого понять. Мне сказали, что придется здесь пролежать еще недели 2, не меньше. А мне стыдно, Малика. Стыдно, что я здесь, в тылу, а мои товарищи на передовой. Мое место рядом с ними. Мы победим, Малика. Мы обязательно вернемся с победой. Нас много здесь, в госпитале, и никто в этом не сомневается. Все рвутся в бой. Малика, как жалко, что путь на фронт не проходит мимо наших мест. Заглянуть бы хоть краем глаза на тебя, на наше село, на наши горы. Федор Ильич, ты предлагаешь направить одну роту вниз по балке, в обход высоты, чтобы зайти в тыл к немцам. Да. Тогда мы здесь обеспечим успех с фронта 2 наступающим батальонам. Ну что ж, заманчивая идея. Разрешите, товарищ полковник? Ну что там еще? Тут какую-то подозрительную личность привели. Рвется к вам. Утверждает, что он старший сержант Нуродилов. Нуродилов? Так точно, товарищ подполковник. Нуродилов. Живой. Ну, здравствуй, Нуродилов. Здравия желаем, товарищ подполковник. Молодец. Вернулся. Что ж, правильно. Выздоровел человек и получил направление обратно в свою часть. Никак нет, товарищ подполковник. Я сбежал из госпиталя. Как ты сбежал? Как же ты добрался без документов? И вдобавок еще в таком арестантском виде. 2 раза задерживали, товарищ подполковник. Ваше мнение, Федор Ильич? Вообще, это не порядок. Но раз он сбежал на фронт, пусть воюет. Как ты себя чувствуешь? Воевать сможешь? Смогу, товарищ подполковник. Старшина, помыть в бане, переодеть и накормить, ясно? Так точно. Идите. Брат! Хан-паша! Брат! Хан-паша! Стой! Абдурахман, ты? Что случилось? Сам Аллах послал мне тебя, хан-паша. Сидеть! Хан-паша, спаси меня. Только ты можешь спасти меня. Скажи им, что я за человек. Так что случилось? Когда шел бой, его не было рядом с нами. Струсил он. Струсил. Плохо вы знаете горцев. Я в это время лошадей спасал. Там разберутся. Не беспокойся, Абдурахман. Там разберутся. Поезжайте. Да еще и с орденом! Ну, садись, рассказывай! Поздравляю! Давай, Махорки, расскажу. Нет Махорки. Ух, я бы этого старшину, будь моя воля, я бы давно его в штрафбат отправил. Пропадаем здесь без курева. Ну, налетай, ребятки. Ух, стоп! Вы еще маленькие. Где достал? Какая разница, где достал? На складе достал.
когда обмундирование выдавали. Что? Молодец. Что это? Пошли на Сталинград. Ох, далеко же он нас загнал, братцы. Далеко же он нас допятил. Итак, товарищи, положение у нас сложилось серьезное. Враг, не считаясь потерями, рвется к Волге. Наш полк получил приказ в составе дивизии занять позицию вот здесь, западнее Серафимовича. Задача – контратаковать противника, наступающего на город. Контратаки проводить во фланг, с севера на юг. Чтобы оттянуть на себя как можно больше сил противника, предназначенных для штурма Сталинграда. Итак, конкретно. Первому батальону ставлю задачу. Завтра наступать на высоту 220, что в районе хутора Букановского, вот здесь. Учти, Ливченко, эта высота – ключ к позициям противника. Понял, товарищ подполковник. Отходите, я прикрою вас! Отходи, ребята! Малика, еле урвал несколько минут, чтобы написать тебе. Я вижу тебя во сне каждый день, Малика. Каждый день. Хоть бы раз увидеть тебя наяву. А сон мне снится один и тот же. Он, конечно, немного глупый, но что поделаешь. Я рад и ему, потому что в нем есть ты. Жалко только, что он короткий. Вот и ты стоишь со своими подружками на какой-то площади, нарядная, смущенная. А в это время подъезжает машина, открытая такая, вроде Виллиса, и из нее выхожу я. Ко мне подходит дядь Салман, обнимает, целует, а я ищу тебя глазами. И нахожу, наконец. Хочу подойти к тебе, но тут обрывается сон. Вот и все. До обидного коротко. Малика. Разрешите обратиться, товарищ капитан? Слушаю. Вон там, на фланге, под самым носом у немцев. Отличная огневая позиция для пулемета. Ну что? Разрешите нам зонтиком занять его ночью.
Утром ведь они опять наступление пойдут. Вот там мы их и встретим. Опасно. Если немец пройдет вперед, понимаешь ты, то вам крышка. Прикрыть мы вас не сможем. Не пройдет, товарищ капитан. Рискованно. Это рискованно, Нурадилов. Все будет хорошо, товарищ капитан. Прошу вас, разрешите. Не торопись, не торопись. До вечера еще далеко. Подумаем. Ложись. Пошли. Проскочили, кажется. Проскочили, кажется. О чем думаешь, зонтик? О беляшах. А что это? Пироги такие, с мясом. Вкусные? Дома все вкусное. Сейчас пойду. Пошли. Начнем? Не торопись, зонтик. Как говорил дядя Салман, торопливость хороша только при ловле блох. И то не всегда. Занимай позицию.
Рота! Огонь! Давай, зонтик! Понял, понял! Товарищ капитан, наши! Идут, просили минут 15 продержаться еще. Спасибо, Нурудинов. Спасибо, родненький. Еще немного. Еще самую малость. Зонтик, ты что, ранен? Жить хочется. Потерпи, сейчас перевяжу тебя. Мы еще поживем, Ваня. Домой вернемся. Вань. У меня никого нет. Из детдома я. Как? Меня ребенком под зонтом нашли. Так и записали. Зонтик. Никто не вспомнит меня. Как будто я и не жил на свете. А жить хочется. Хан Пашену Радилову и его товарищам еще не было и 19.